Сегодня на базе горсети проводятся занятия по вязке проводов на линиях ВЛ-10 киловольт. Используется провод, значит, так, при монтаже провода А50 используются эти под вязку и под подмотку. Для подмотки требуется провод длиной 70 сантиметров. Это для подмотки провода. А для вязки провода используется 1,50 м для длина вязки. Вот сейчас мы покажем, как правильно производится вязка провода. Так, изолятор ШС-10, линия 10 киловольт. Сразу производится подмотка, чтобы провод изолировать, не было этого перетирания, и делается подмотка. Подмотка, значит, 70 сантиметров длина подмотки. Вот сейчас делается подмотка у нас. Это место, где будет соприкасаться изолятор с проводом. Так, все, подмотка выполнена. В этом месте, где провод соприкасается с изолятором, значит, сделана подмотка. Теперь приступаем к вязке. Так, вязка провода производится одной жилой провода алюминиевого, длина 1,50 м. Так, берется середина вязки, значит, вот, и производится вязка. Так. Вот теперь крепится три витка, делается 3 витка с каждой стороны. После этого делается еще обжим еще раз. Второй раз вокруг шейки изолятора делается обжим. Обжимается и опять возвращаемся к проводу. Теперь производится, значит, дальше монтаж. Здесь должно быть по 10 витков с каждой стороны. Так, все. Монтаж вязки на изоляторе закончен. Так, вот под подмотку. Подмотка у нас имеет длину 70 сантиметров. Длина проволоки для подмотки 70 сантиметров. Вот здесь у нас получилось, так, сейчас посчитаем, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 виток получился. Вот эти 70 сантиметров, они ушли под подмотку, 21 виток получается. Теперь вязка. Вязка у нас делается, значит, первый сразу делается по 3 витка. 3 витка, это первые 3 витка. Вот они, 1, 2, 3. Вот они вот, 1, 2, 3. Потом это делается крестовая, еще раз крест вокруг шейки изолятора. И продолжение уже, значит, вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. В итоге получается 3 плюс 3 и здесь по 10, 26 витков. Где-то вот 1,50 м, 1,50 м. Провода уходит на 26 витков получается. 3 первичные и потом после повторного охвата еще раз шейки еще по 10 витков получается. Теперь у нас еще делается монтаж на линиях ВЛ-0,4 киловольта. Здесь происходит крепление к изолятору ТФ-20. Вот, крюк КН-18, изолятор ТФ-20. Сейчас мы будем делать вязку на этом проводе.
до 1000 вольт у нас производится, подмотка не производится на линиях до 1000 вольт, производится только вязка. Вязка у нас производится, бывает два вида вязки. Есть вязка на головке, это вот так вот, на головке. Когда ложится на головку, вязка делается на головке. Но мы на головке не делаем, значит, мы делаем на шейке. Она делается на шейке. Это называется вязка на шейке изолятора. Изолятор TF20. Так, круг КН18. Вот производится вязка. Длина вязки 70 сантиметров. Так, делается обжим. Один раз обжим. Потом опять возвращается к проводу. И начинает, хорошо, вот так. Раз, да, раз, раз. Все, и теперь обжали его, повторно обжали. И теперь начинается уже наложение этих витков на провод. Для жесткого соединения. Так, все, теперь выполнен монтаж. И всегда провод ложится, он ложится именно внутрь ложится. Для чего? Даже в случае, если происходит обрыв вязки, то провод всегда задержится, он не упадет на землю, он останется здесь на крюке лежать. То есть падение на землю не происходит. Если мы сделаем снаружи, то происходит падение, провод может упасть на землю. А так специально делается вовнутрь, именно внутрь крюка изолятора. Так, вот сделал монтаж. Теперь посчитаем витки. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот получается 70 сантиметров вязки ушло, значит, на обжим и на монтаж вышло 15 витков. Все, монтаж вязки выполнен. Провод закреплен на изоляторе. Изолирован от крюка, от опоры. Получается, провод находится под напряжением. Изоляция. Здесь у нас уже нет напряжения, напряжение отсутствует. Только имеется напряжение на проводе.